шановні глядачі, з вами прямий ефір телеканалу «Белсат». Сьогодні в эту годину пікету з Світланою Тихановською буду з вами я, Діана Радкевич. І ось ми у Бобруйську, ми доїхали, тут проходить мітинг Світлани Тихановської, обіцяють бути яна. Так само представниці штабу Віктора Бабарики, Марії Колєснікова і Валерія Цепкало, Вероніка Цепкало, і так само його жонка вдома. Ми знаходимося на стадіоні на вулиці Урицького у Бобруйску, некалькі стадіонів. Гэта адзінае месца ў Бобруйску, дзе дазволеныя мітынгі. Безумоўна, будуць таксама сустрэчы з кандыдатамі ў актавых залах, яны таксама дазволеныя. Але вось месца для мітынгу, для вялікага скаплення людзей на адкрытым паверхні, на паветры, все будзе адбывацца менавіта тут, у Бобруйску, толькі сюды можна будзе прыйсці. Ужо сабралося шмат людзей, на самой справе ёсць пачуццё такога фэсту. Перад тым, як вядоўца пачаў распавядаць, ввогуле, неяк бавіць людзей, гучалі розныя песні, і гралі песні Трубецкога, песні Нові Бэнд, і паціхоньку яшчэ працягваюць людзі збірацца. Усё гэта будзе адбывацца ў абмежаванай прасторы на футбольным поле. По периметру, до речі, вже підходячи сюди, заважили некалькі машин ДАІ, попросту працівників ДАІ, які стояли, сочили за рухом, накеровували машини заворачуватись направо від стадіону, причому не давали під'їхати, до речі, близько до стадіону, мені здається. Заважило, що шмат хто накеровував від стадіону завернути і не доїхати до його. Пакуль што все чакаюць прыезду Святланы Тихановскай. Сёння ўжо пабывалі жанчыны ў Магілёве. О 4 гадзіне больш за 1000 чалавек сабралося на мітынгу, а таксама былі ў Горшы, таксама больш за 1000 чалавек. Дакладна лічбу зараз не ведаю, але 12-й у Горшы сабралося як мінімум 1000 чалавек ёсць, што ўжо цікава, што ўжо важна, што рэгіёны таксама прабудзіліся, так? То бок не толькі ў Менску, на Бангалор штось адбываецца, рэгіёнам таксама цікава быць на такіх мерапрыемствах, таксама цікава сустракаць аднадумцаў. Мы бачым таксама тут шмат сімволікі нацыянальнай, бел-чырвона-белыя сцягі, таксама балёнчыкі бел-чырвона-белыя, можна заўважыць у руках людзей. Ой, ужо хтосьці грае на гітары. Пачынаецца ўжо жывая музыка, не запісы. І, здаецца, мы чуем ўжо штосьці, нейкія каля брам. Гэта адзінае месца, як можна прайсці на стадыён. Я не бачу больш ніякіх дзюрачак, дзе можна было б прасачыцца. Здаецца, штосьці там адбываецца, людзі хлопаюць. Прыехалі, хутчэй за ўсё, Святлана Тихановская, Вероніка Цепкало і Марія Колєснікова. Безумоўна, мы адразу накіроўваемся туды, каб сустрэць кандыдатаў.
светала вдали, услуги стояли, и телеги мимо ползли. Видишь ли эти стены, за ними мы все живем. И если мы их не разрушим, то заживо здесь гнием. Давай разрушим эту зиму, здесь этих стен стоять не должно. Так пусть они рухнут, 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 обещавшие равно. И если ты нам дали плечом, и если мы дали вдвоем, то стены рухнут, 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 и свободно мы вздохнем. Руки мои в морщинах, с тех пор прошло много лет, а сил все меньше и меньше, а стены взносу нет. Я знаю, они любые, но сложно их одолеть, когда не хватает силы, и я прошу тебя спеть. Давай разрушим эту тюрьму, здесь этих стен стоять не должно, так пусть они рухнут. Дали вдвоем, то стены рухнут, 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 и свободно мы вздохнем. Где-то давно не слышно, злой ветер его унес, но мы с ним стоим все так же, под тот же грохот колес. И когда кто-то проходит мимо, я стараюсь погромче петь ту песню, которую спел он, прежде чем умереть. Нам старики объясняют, что стенам вечно стоять, что нам ничего не поделать, и надо терпеть и молчать. Эта история длится тяжело. И если мы надали вдвоем, то стены рухнут, 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 и свободно мы вздохнем. Давай разрушим эту тюрьму, здесь этих стен стоять не должно. Так пусть они рухнут, 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 обещавшие давно. И если ты надавишь плечом, и если мы надавим вдвоем, то стены рухнут, 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 и свободно мы вздохнем. Давай разрушим эту тюрьму, здесь этих стен стоять не должно. Так пусть они рухнут, 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 обещавшие давно. И если ты надавишь плечом, и если мы надавим вдвоем, то стены рухнут, 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 и свободно мы вздохнем. То стены рухнут, 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 и свободно мы вздохнем. Спасибо! Ну что же, Бобруйск! Вы готовы? Не слышу! Встречайте! Кандидат в президенты Республики Беларусь Светлана Тихановская!
Бобруйск. Дальше все должно пойти полегче. Мне главное первую фразу. Вы знаете, мне так жалко, что мы так низко находимся, и я не могу увидеть вас всех. Я не вижу всех, кто на далеке. Друзья, вы меня слышите там? Все забыл. Меня зовут Светлана Тихановская, и я кандидат в президенты Республики Беларусь. Вижу будущее нашей любимой Родины. Я знаю, что здесь очень много друзей Сергея, очень много его сторонников, но и здесь есть и люди, которые ничего не знают о нем, либо где-то слышали им краем уха и не понимают вообще, что просто домохозяйка делает на этой сцене. Я очень быстро. Более года назад мой муж Сергей Тихановский организовал интернет-проект «Страна для жизни». В ходе этого проекта он рассказывал о коррупции в стране, о бесхозяйственности. Он встречался с людьми разных профессий, которые рассказывали ему, как им живется, как они строят свой бизнес, с какими трудностями сталкиваются. Дальше он взял автодом и поехал по Беларуси, по большим и маленьким городам, и встречался с обычными людьми, такими как я, такими как вы. И он спрашивал их о жизни в нашей стране, о зарплатах, об отношениях к власти, об отношениях к ним со стороны чиновников. И вы знаете, историй было очень много. Люди начали приходить к нему на... об отношениях к власти, об отношениях к ним со стороны чиновников. И вы знаете, историй было очень много. Люди начали приходить к нему на интервью, рассказывали о своем положении в городе, о том, как они борются с коррупцией. Рассказывали все вот эти свои истории, и Сергей приезжал домой. И он эту каждую историю пропускал через себя, и ему от этого было крайне больно. И он понимал, что в стране нужно что-то, да не то что-то, все менять, чтобы главной ценностью стали люди, чтобы главной ценностью страны стал наш народ. И вы знаете, когда он начал ездить по стране, не понравились властям. Сергея начали преследовать. Начали преследовать даже тех людей, которые приходили к нему на интервью и высказывались в открытый микрофон. И Сергея стали подвергать репрессиям и сажать в ИВС. И когда Сергей в очередной раз вышел, он понял, что людям нужны перемены. Он попытался поднять не боевой дух, он сплотил народ, он дал им понять, что у нас в стране нужно и можно говорить открыто. Но раз вас за то, что вы говорите открыто, сажают, прессуют, то нужно в этой стране все менять. И он по просьбе людей, спасибо, да, решил баллотироваться в президенты.
Но так как в тот момент, когда было объявлено о регистрации, он находился в очередной раз в ВВС, отбывал свои очередные 15 суток за то, что его позиция, что его слова не совпадают с видением всей ситуации властей, он отбывал свои очередные 15 суток, и его в ЦИКе не зарегистрировали. И я пришла домой, я не знала, что мне делать. Он мой муж. Я не могу позволить дело всей его жизни вот так вот прекратиться. И я приняла решение, единственное правильное в тот момент, как мне казалось, пойти, встать вместо него, отнести документы и зарегистрироваться претендентом в кандидаты. Изначально именно любовь толкнула меня на этот шаг. Любовь — наше все, семейные ценности и любовь. Так вот, Сергея сразу выпустили, и он стал главой моей инициативной группы. Он поехал по стране собирать подписи в мою поддержку. И власти, я уверена, были удивлены и шокированы тем, что люди выстраивались в очередь, чтобы поставить подписи на тот момент за никому неизвестную Светлану Тихановскую. И я понимаю, что фактически все люди ставили подпись за Сергея. Но Сергея не было, была Светлана Тихановская. Но людей это не остановило, потому что они в моем лице видели широкую спину моего мужа. И власть испугалась этих очередей. Они поняли, что народ хочет перемен, что люди хотят жить в новой стране. И в ходе какой-то гнусной провокации, вы все видели уже, вы видели этот видеосюжет, как там все было устроено. Ну никак просто, да, это было смешно и страшно одновременно, что вот такая провокация, за такую провокацию можно человека посадить, осудить, и он сейчас сидит в СИЗО за свои убеждения. И за всех вас, за то, что хотел, чтобы вы стали вместе, чтобы вы стали не народцем, чтобы вы стали нацией, и понимали, что вы заслуживаете лучшей жизни. Сергей сейчас сидит за всех нас и за всех вас. Свободу политзаключенным однозначно, невиновны абсолютно. Друзья, вы знаете, что много чего было в этот период сбора подписей и потом. Нашу инициативную группу обезглавили. Многих привлекли к административной ответственности и штрафам. Но несмотря на это, у нас было порядка всего лишь 100 человек. Но вы смогли собрать более 140 тысяч подписей. В прошлые годы это мало кому удавалось большими инициативными группами. 100 человек и 140 тысяч подписей. Спасибо вам за это. Ребята, это все ваша самоорганизованность. Хотела сказать, у меня особое отношение к Бобруйску, потому что когда Сергей призвал всех на антипарад в Бобруйск, его посадили. В тот момент он сидел. Несмотря на это, за то, что вашего лидера, вашего героя посадили, вы не отреклись от этой идеи. Вы самоорганизовались, и вы шикарно провели этот антипарад. Бобруйск и люди, которые приехали в Бобруйск из других городов и смогли это сделать, смогли консолидироваться, смогли собраться и показать, что вы едины. Это все вы, Бобруйск. Спасибо вам за это большое. И насчет самоорганизации. Я
Во время сбора подписей я выпала из жизни, передо мной был только Сергей. Потом потихонечку я вклинилась в процесс сбора подписей, но поначалу я просто была в прострации. Опять люди самоорганизовались, сделали все сами, без моего участия, без участия Сергея. Вы это можете, вы сила, поймите это, только вы, люди, вы жители нашей родной Беларуси. И насчет самоорганизации, раз вы такие классные, вы умеете, вы можете самоорганизоваться. Мы сейчас проводим пикеты в мою поддержку. Мы стараемся посетить как можно больше городов. Но охват все равно, на слишком мало времени. Охват может быть недостаточным. Я прошу вас и сейчас самоорганизоваться и рассказать соседям, бабушкам, на работе всем, да, какая у нас ситуация в стране, что у нас люди запуганы, людей выхватывают на пикетах солидарности. Ребята, те, кто смотрит телевизор, об этом не знают. Они думают, что наш действующий президент им лично платит пенсии, им лично платит зарплаты. И им надо сейчас рассказывать о том, что происходит на самом деле. Свободы слова? Нет, не слышали. Права выбора? Нет, такого у нас нету. Рассказывайте им, что творится в стране. Нас не считают за людей. У нас намодники, да? У нас вместо бассейнов лужи открывают. Что это такое? Так, дальше. Значит, смотрите, в этот период я топлю только за своего мужа. Он мой герой, он мой муж, он мой любимый человек. Но это была вообще такая очень-очень гнусная предвыборная кампания, потому что еще двух лидеров, которые тоже собирали очереди на своих пикетах по сбору подписей, Виктора Бабарика и Валерия Цепкало, тоже сняли самым гнусным и подлым способом с предвыборной гонки. Бабарика находится сейчас в тюрьме КГБ. И когда было слушание в Центральной избирательной комиссии, когда, помогите, что там делали, регистрировали, да, кандидатов, там было не просто заседание, там был суд просто над Виктором Бабарика. Зачитали до суда, зачитали все обвинения ему, как будто бы он уже виновен. Человек, пока его не осудили, он считается невиновным. А его уже в ЦИКе обвинили во всех грехах и решили, что он недостоин быть в числе среди кандидатов в президента Республики Беларусь. Валерий Цепкало, более 50% подписей, ваших подписей выбросили в мусорку. Вас не посчитали, вас для государства нет. Власть сняла 3 сильнейших оппонентов. Они не могли предположить, что было 3 сильных оппонента, а вышло 3 еще сильнее. Они думали, что сняв мужчин, все закончится. Они не подумали, что все только начинается. Я уверена, что вы меня поддерживаете, что что я приняла поддержку штабов Виктора Бабарика и Валерия Цепкало, был самым разумным шагом во всей предвыборной гонке.
Я знаю, что очереди по сбору подписей были одинаковые как к Валерию Цеткало, как к Сергею Тихановскому, так и к Виктору Бабарико. Но сейчас 3 очереди выстроились в одну мощную очередь в борьбе за перемены. Вы общая очередь в борьбе за наше светлое будущее. Голосуем за меня! Светлану Тихановскую и идем вместе к победе. Друзья, мне очень тяжело такие долгие речи говорить, потому что раньше моей длинной речью это был пересказ текста в 3 классе с моим сыном, поэтому извините. Что я хочу сказать? Мы сейчас все объединились. Но чтобы мы победили, я вас прошу, не приходите голосовать досрочно. Приходите только в день голосования 9 августа 2020 года. Голосуйте за меня, Светлану Тихановскую, и вместе мы с вами победим. Вместе мы построим страну для жизни. Спасибо вам, я передаю. Друзья, спасибо за поддержку. Итак, дальше встречайте представитель штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова. Привітання, Бобруйсь! Вы невероятные! Великий вам дякую, что вы сегодня тут с нами! Дякую, что пришли! Бобруйсь с нами! Израиль с нами! В первую очередь я хочу поблагодарить швей бобруйской фабрики «Славянка». Вы шили маски медикам, вы работали без отдыха, вы поддерживали страну в этот сложный период. Вы герои! Спасибо вам! Действующий президент приезжал к вам на предприятие. Но разве он вам сказал спасибо? Нет! Он не сказал спасибо. Он раздавал указания. Нынешняя власть не благодарит людей. Она не знает любви и уважения к своему народу. Она не знает пряника. Из этой пословицы она запомнила только часть с кнутом. Власть встречает нас с недовольными лицами. Она заставляет нас думать, что мы все делаем не так. Только эта власть все делает не так. Бобруйск. Я читала, что нынешний президент говорил, что Бобруйск, цитата, был свинушник, что бобруйские евреи не заботились о нем. Очередные оскорбления от власти. Кем мы только не были за эти 26 лет. Как только нас не обзывали. Мы больше не будем этого терпеть. Бобруйск – прекрасный город. Говорят, что обещанного 3 года ждут. 3.
А 26 не хотите? 26 лет у нас день сурка и пустых обещаний. Работники Белшины живут в страхе, ждут оптимизацию, а значит увольнений. Власть сделала из Бобруйска типичный белорусский город. Люди, которые живут в страхе, убыточный завод и ледовый дворец. Только наша жизнь – это не сказка про снежную королеву. Наша жизнь – это история освобождения от власти, которая держится в кресле только за счет запугивания всех вокруг. Они хотят нас убедить, что их большинство. Но это не так. Большинство нас. Посмотрите на Беларусь последних месяцев. Вы ее узнаете? Мы раньше всегда говорили, ну что я могу сделать? Я ничего не могу изменить. За последние 2 месяца жизнь изменилась больше, чем за 26 лет. Мы сейчас все знаем и все говорим, каждый из вас, и все... Изменить! Мы должны продолжать додавливать власть любыми законными методами, выражать свое мнение и показывать свое несогласие с ней. Сейчас фиксируется каждая отписка, каждое недобросовестное выполнение своих обязанностей чиновниками. Каждая попытка фальсификации на выборы 9 августа будет зафиксирована и обнародована. Каждое нарушение закона не исчезнет и не забудется. Сейчас чиновники, судьи, силовики оставляют следы, как никогда раньше. Следы, о которых узнают их друзья, семьи и соседи. Мы призываем их не бояться властей, не идти против своего народа, а стать с ним плечом к плечу. Продолжайте показывать режиму свое несогласие. Белорусы используют только законные методы, в то время как власть против нас, мирных граждан, использует насилие. Не бойтесь физической угрозы. Не бойтесь ОМОНа и автозака. Автозак – это всего лишь машина. Мы боимся машин! ОМОН – это всего лишь люди. Мы боимся людей! Многие из них хотят уклониться от выполнения бесчеловечных приказов и не трогать нас, своих же белорусов. Давайте им в этом поможем и поддержим их. На протяжении нескольких месяцев власти измываются над людьми, которые посмели попытаться сменить действующего президента. Но власти не учитывают, что кандидат – это только инструмент. Настоящая сила и власть в руках народа! Нам не нужны лидеры, нам не нужны супермены и нам не нужны новые вожди. Нам не нужны космические планы и шпионские заговоры. Нам нужны мы сами, наше желание и наше упорство. Выходить, стоять, писать, говорить, голосовать, наблюдать, выражать, долбить, долбить, долбить эту власть. Сейчас у белорусов есть выбор. Либо мы остаемся дома, и дальше нас ждет еще больше кризис, либо мы вместе строим
новую, счастливую, свободную Беларусь! Штаб Виктора Бабарика и Валерия Цепкало поддержали кандидатов в президенты Светлану Тихановскую, и вместе мы идем к победе! Почему необходимо голосовать за Светлану Тихановскую? Светлана сильная, героическая женщина. Это наш билет в счастливую, свободную Беларусь. Победа Светланы – это гарантия нашего освобождения. После победы Светланы Тихановской на выборах мы проведем новые честные выборы с участием Виктора Бабарика, Сергея Тихановского, Валерия Цепкало и других альтернативных кандидатов. Выборов, на которых наш голос посчитают, а не выбросят в мусор. Помните, главный враг победы – это не режим. Главный враг победы – это наш страх. Не бойтесь, нас большинство, а вместе не страшно! Ко мне подходят люди и говорят: Мария, спасибо, вы наша надежда. А я говорю им и всем вам: спасибо, вы наша надежда! Вы невероятные, вы заслуживаете лучшей жизни. Ни в коем случае не голосуйте досрочно. Никто не имеет права вас к этому принуждать. Это незаконно. Руководители, которые заставляют работников голосовать досрочно, помните, любой ваш сотрудник может написать заявление в прокуратуру, и вас будет ждать большой штраф. Приходите на участок 9 августа, голосуйте за Светлану Тихановскую, и вместе мы победим! Друзья, аплодисменты! Веры, можем! Вера, можем! Итак, уважаемые друзья, представитель штаба... подождите, прежде чем я объявлю, я попрошу вас, включите, пожалуйста, фонарики на телефонах. Представитель штаба Валерия Цепкало, Вероника Цепкало. Добрый вечер, бобруйчане, добрый вечер, Бобруйск! Это невероятно! Мы столько ездим в эти последние дни, но мы никак не можем привыкнуть к этому огромному количеству людей, к этому огромному количеству горящих глаз. Спасибо вам! Спасибо за поддержку и за вашу любовь! Меня зовут Вероника Цепкало, и я представитель штаба Валерия Цепкало. Дорогие наши, прежде всего, мы все как никогда сейчас понимаем, что нам в стране нужны перемены. И эти перемены нужны прямо сейчас. Здесь и сейчас. Посмотрите на ту ситуацию, которая у нас сложилась в стране. Молодежь уезжает в соседние страны. Мы за 25 лет потеряли 750 тысяч нашего населения, которые уехали в соседние страны в поисках лучшей жизни, больших зарплат и безопасности. Посмотрите методы, которыми пользуется наша власть, что показывает давление на альтернативных кандидатов. Сергей Тихановский, он в тюрьме. Лишь за его активную гражданскую позицию. Виктор Бабарыка и его сын в тюрьме по надуманным экономическим преступлениям. Моему супругу
На него давили. Сказали, что его также посадят в тюрьму. Посмотрите, как они действуют на нас, на женщин. Светлана вынуждена была вывести своих детей за пределы Беларуси. Я была вынуждена вывести своих детей за пределы Беларуси. Власть использует самые Посмотрите на наших пенсионеров. Посмотрите, до чего действующая власть их довела. Нищенские пенсии, 150, 200 долларов, 30-40 лет стажа. Это достойная жизнь наших пенсионеров? Нет! Мы хотим, чтобы наши пенсионеры жили так же, как на Западе, а может даже и лучше. Мы хотим, чтобы наши мамы, папы, бабушки и дедушки, выходя на пенсию, могли себе позволить съездить в путешествие, отдохнуть, просто наслаждаться жизнью. То, чего они не могут это делать. Они умудряются помогать своим детям, внукам. Такого быть не должно, что они... Света! 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 Идем вперед. Потому что мы видим, сколько людей нас поддерживают. Настоящих белорусов. А нам рассказывают постоянно про карусели, про малые, про большие. У нас вообще в каком мире мы живем? И мы это хотим изменить. Дорогие наши бобруйчане, что мы можем сделать со своей стороны, чтобы изменить ситуацию? Первое. Приходите на выборы 9 августа. Ни днем позже, ни днем раньше. Никаких предварительных выборов не ходите, потому что это способ фальсификации, это самый простой способ фальсификации выборов. Второе. Пожалуйста, начиная с сегодняшнего дня, носите вот такие белые браслеты. У кого эти браслеты есть? Белый цвет, цвет жизни, белый цвет, цвет начала. Пожалуйста, сделайте эти браслеты из любых подручных средств. Из куска ткани, из бумаги, из пластика, из чего угодно, из бинта. Сделайте несколько браслетов, поделитесь с ними, вашими соседями, друзьями, старшим поколением, чтобы мы видели, сколько нас, людей, которые не поддерживают действующую власть. Третье. Пожалуйста, регистрируйтесь на ваших избирательных участках в качестве наблюдателей. Чем больше нас будет, простых граждан Беларуси на выборах, тем сильнее, тем сложнее будет потусовать результаты. И последнее. Мы живем в IT-стране. Мы живем в 2020 году. Мы планируем использовать все возможности информационных технологий, чтобы минимизировать, исключить фальсификацию выборов. Участвуйте в инициативе «Честные люди», которая запустила штаб Виктора Бабарыки. И давайте
все вместе поддержим Светлану Тихо. И напоследок, у вас самый вкусный зефир в мире! Выше фонарики! Я попрошу, так как мы белорусы, люди, которые заботятся о своей безопасности, я попрошу вас, оставайтесь, пожалуйста. На месте. Проводим громко. Прошу минуточку внимания. Честные люди — это гражданская инициатива, созданная неравнодушными людьми. Для проведения максимально честных и прозрачных выборов. Честные люди занимаются Стоп, таракан! Привет! Самая важная палітычная падзея года. Выбары прэзідэнта Беларусі мае адбыцца 9 жніўня. 26 годов Украиной кируя один и той же человек. Мы продолжаем выполнять божественный замысел, создаем свое счастье собственными руками. Мне 24 года, я не знаю другой жизни, кроме как при Александре Лукашенко. Я хочу что-то нового, я хочу, чтобы Беларусь развивалась, чтобы мои дети жили лучше, чем я. Я пришла, потому что я хочу, чтобы в Беларуси были честные выборы, чтобы мы выбрали наконец-то президента. Праз сіта Лідіі Ярмошынай, якая кіруе выбарчай камісіяй, прайшлі толькі тыя, каго ўлады баяцца менш за ўсё. Смешанные чувства, но больше радости, конечно, потому что я смогу дальше бороться за супруга и людей Республики Беларусь. Просим вас допустить адвокатов Виктора Бабарики в здание. Самых небяспечных кинулі ў турмы. Каб выказаць сваю нязгоду, беларусы па ўсёй краіне выходзяць на мірныя пратэсты. Улады адказваюць збіццём і арыштам мірных дэманстрантаў. Мы
сейчас были свидетелями, как ребята перед нами шли, компания «Человек 9», и просто из автозака выбежали сотрудники ОМОНа и люди в гражданском, и просто всех без разбору, кто бы там шел, всех забирали, абсолютно всех. Что вы делаете? Я устала бояться, потому что я думаю, все люди, которые здесь, устали бояться. И на самом деле, в масштабе бесперспективного будущего отсидеть 15 суток – это не так уж страшно. Наши журналісты таксама апынуліся пад ударам. Працаўнікоў Белсату затрымліваюць, а тэхніку канфіскуюць. Участников будете оштрафованы за выход на проезжую часть. Документы ваши. Нас задерживают. Сігнал інтэрнэту глушаць, каб ускладніць нашу працу. Данное мероприятие не санкционировано. Мы даем магчымасць выказацца кожнаму беларусу. Але нават у гэткіх умовах мы выконваем свае абавязкі. А людзі працягваюць выказваць сваё меркаванне. Мы не просто хотим честных выборов, мы просто хотим честную страну, честную власть, честных людей. У каждого есть свое мнение, он имеет право высказать его. Раньше так за продуктами стояли, и кто-то ответил, а сейчас за свободой. Меня вельми засмущает, что наши лепшие люди на сегодняшний день покутают в тюрьмах, а мы сидим дома. Люди готовы. Уже слишком очень далеко зашло все. Але жанчыны з 3 штабоў аб'ядналіся і далі надзею беларусам на перамены ды лепшую будучыню для ўсёй краіны. Мы проведем новые, честные, абсолютно прозрачные выборы с теми кандидатами, которых на этом этапе не допустили. В этих честных выборах смогут участвовать все альтернативные кандидаты. Когда глоток свободы вдохнул, то как-то хочется сюда ходить, поддерживать. Все, кто сюда пришел, все пришли с одной целью – отстоять свое право на независимость, на свободную жизнь, свободу слова, демократию. Я тоже пришла, хоть мне уже, дай бог, сколько лет. Каб давесці да вас самую аператыўную інфармацыю, мы будзем ладзіць наўпроставыя ўключэнні па ўсёй краіне. Чувствовала все это время вашу поддержку. Мне говорили, Света, нельзя сдаваться. Вы поймите, что в Гомеле Белсат смотрят, и в Минске такой же Белсат смотрят. Дякую, що прийшли. Дякую.